Витаю, друзья! Секретарь Совета Безопасности несостоявшегося фашистского государства Россия, террорист Николай Патрушев, заявил, что за вторжением на территорию Украины 24 февраля 2022 года стоят американцы. За вторжением российской банд-армии стоят американцы. Можете себе представить? Так вот, что говорит тут это заявление? Заявление террориста, который не часто дает интервью, не часто говорит об этом. Ну, во-первых, они готовятся к суду, к трибуналу, где одной из главных статей, в которых их обвиняют, будет агрессия против суверенного украинского государства. Да-да, именно для этого. Именно для этого сегодня он заявляет, что вот они напали, потому что хотели предупредить нападение на них. Я мог бы много задать Николаю Патрушеву вопросов. Кто же бомбит роддома? Тоже американцы. Кто же бомбит гражданскую инфраструктуру, рынки, вокзалы? Кто убивает пленных? Кто вывозит украинских детей? Тоже американцы. Но я, как чеченец, хотел бы задать этому террористу один очень важный вопрос, на котором он в 1999 году погорел. Тогда, будучи директором ФСБ, Николай Патрушев взорвал своих же российских граждан, спящих в своих же домах. Один в Буйнакске, два в Волгодонске, два в Москве и один в Волгодонске. И при попытке подрыва пятого дома в Рязани, после уже убийства 307 россиян, при попытке подрыва дома в Рязани по улице Новоселова, дом 16/14, были задержаны террористы. Террористы оказались сотрудниками ФСБ. Один из них очень похож на Гиркина по фотороботу. И у меня вопрос к террористу Патрушеву. Товарищ террорист, а дома взрывать спящими россиянами вам тоже американцы сказали, когда вы рвались к власти? Сейчас же, когда вы хотели уже в ваших воспаленных умах уже сформировавшееся неодворянство, новое ФСБшное, КГБшное неодворянство, для этого вам нужна была украинская история и Киев. Это вам тоже про неодворянство КГБшников американцы сказали. Явилась истина и сгинула ложь. Воистину ложь обречена на погибель. Увидимся в суде, террорист Патрушев.